Остров Даджаля. Однажды Тамим аль-Дари, принявший ислам после того, как был арабом-христианином, поднялся и сказал: «Мы плыли на корабле, и на нас обрушился сильнейший шторм. Мы сбились с курса и дрейфовали, пока корабль не прибило к одному острову. Мы сошли на берег, — рассказал он, — и к нам приблизился зверь, настолько заросший шерстью, что трудно было определить, где у него перед, а где зад, где голова, а где хвост. Мы спросили: «Что ты такое? Мы никогда прежде не видели подобных творений». И чудище ответило: «Я Аль-Джассаса». Они сказали: «Что за Аль-Джассаса?» А оно сказало: «О люди, ступайте к человеку, который ожидает вас в Дейр». Дейр — это место поклонения, подобие современных храмов. Чудище сказало: «Там человек, который с волнением ждет от вас вестей». Они сказали: «Мы бросились бежать от зверя прочь, думая, что это джин, и мы пришли в эту хижину, построенную для поклонения. Внезапно мы увидели перед собой человека, такого огромного, каких никогда не видели. Его руки были прикованы цепями к шее, голова и руки прикованы к ногам, так что он едва мог поднять голову. Он был скован крепко-накрепко и не мог двигаться. Мы спросили: «Что ты такое?» Он ответил: «Вы вольны причинить мне боль, потому что я скован. Это я вправе первым задать вам этот вопрос». Они сказали: «Хорошо». Вопросы Даджаля. Мы люди из Аравии. Мы отправились в плавание на нашем корабле. Разыгрался шторм, и мы потерялись, и блуждали, пока не высадились на этот остров. Мы ступили на берег и встретили этого зверя, который подошел к нам. На нем было много шерсти. Чудище направило нас к тебе. Они сказали: «Мы очень испугались этого человека. Мы чувствовали опасность, находясь рядом с ним». Однако разговор продолжился. Этот человек сказал нам: «Расскажите мне о финиковых пальмах Байсана». Байсан — это город в Иордании. Он хотел знать о финиковых пальмах, которые в изобилии росли там. Мы спросили: «Что именно ты хочешь знать о Байсане, в Иордании?» Он сказал: «Я спрашиваю вас, стало ли там больше финиковых пальм, и богаты ли они плодами, или еще нет?» Они сказали: «Да, там много пальмовых деревьев, и на них много фиников, больше, чем во многих других местах, известных нам». Он сказал: «Очень скоро эти финиковые пальмы оскудеют и перестанут давать плоды». И действительно, сегодня в Иордании очень мало фиников, хотя раньше они там были в изобилии. А теперь слушайте. Он сказал: «Теперь поведайте мне о Бухайра ат-Табарии». Вы знаете, что такое Табария? Что за водоем? Это Тивриадское озеро, более известное как Галилейское море, пресноводное озеро недалеко от юго-запада Сирии. Они спросили: «Что ты хочешь знать о нем?» Он спросил: «Есть ли в нем вода?» Они ответили: «Да, в нем полно воды». Он сказал: «Скоро вода из него начнет уходить, и озеро перестанет существовать». И действительно, сегодня воды в нем стало меньше. Затем он спросил их: «Расскажите мне об источнике Загар». Источник Загар находится примерно в 3 днях пути от храмовой горы Иерусалима, на территории, называемой сегодня Израилем. Они спросили: «Что ты хочешь знать об этом источнике?» Он спросил: «Большой ли это источник? И используют ли его люди для взращивания вокруг растений? И в нем все еще много воды?» Они ответили: «Да, там много воды, и люди там много выращивают».
Расскажите мне о неграмотном пророке, который не умеет ни читать, ни писать. Что он сделал? Они сказали, он появился в Мекке и сейчас живет в Ясребе, Медине. Он спросил, его народ воюет с ним? Они ответили, да. Он спросил, что же он сделал? Они ответили, он был изгнан своими же соплеменниками, но он пошел к другим, арабам в Ясребе и тем, кто принял ислам вместе с ним, и они подчинились ему. Человек в цепях спросил у них, это правда? Они ответили, да. Он сказал, внемлите же, для тех людей, которые повиновались ему, будет лучше повиноваться ему и дальше. Этими словами он как бы поддержал пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Теперь я поведаю вам о себе. Воистину, я Мессия, Христос, пророк Иса. Он сказал, воистину, очень скоро, учитывая знамения, о которых вы мне поведали, мне будет разрешено выйти отсюда. И я вернусь, и я буду ходить по земле. Он сказал, не будет ни города, ни деревни, ни места на земле, который бы я не посетил. И все это за 40 дней. Весь мир за 40 дней. Везде, кроме двух мест – Мекки и Медины. Он сказал, оба этих места будут запретны для меня. И когда мы говорим о вхождении в город, это означает завоевание, овладение им. Он продолжил, всякий раз, как я попытаюсь войти в один из них, ангел, стоящий на страже с мечом, будет мешать мне войти в Мекку и Медину. Где находится Даджаль? Однажды пророк, да благословит его Всевышний Аллах и да приветствует, схватил свой посох и поставил его рядом с ногой. Затем он начал стучать им по земле. Он был очень взволнован. Было что-то важное, что беспокоило его. Он ударил по земле и сказал, «Узрите все, это Тайба, Медина». То есть это Медина, то место, где вы находитесь прямо сейчас. Рассказывал ли я вам, что этот человек придет, но не сможет войти в эту землю? Они ответили, да, о посланник Аллаха, так как он много рассказывал им об этом раньше. Он сказал, клянусь Аллахом, хадис от Тамим аль-Дари поразил меня, когда он рассказал мне о нем, потому что это то же самое, что я рассказывал вам раньше о Мекке и Медине. Внемлите же, Ад-Даджаль находится где-то рядом с океанами, на одном из островов где-то на востоке от Медины, где-то там. Он сказал, в одном из океанов на востоке. Даже пророк, мир ему, не знал, где точно находится это место. Где-то в том направлении, в районе Среднего Востока. Аллаху ведомо лучше. Ад-Даджаль явится в Аш-Шаме на Среднем Востоке. Можно предположить, что первыми его последователями будут иудеи, ожидающие приход своего Мессии. Они не верят, что им был Иса, мир ему, и они не принимают Мухаммада, мир ему, и благословение Творца. Итак, они будут первыми последователями Ад-Даджаля, утверждая, что он настоящий Иисус. Христиане же верят в пришествие Иисуса, мир ему, но поскольку их священные писания смешались, то они подумают, что это он и есть. А когда он скажет «Я Иса», они попросят его о чудесах, и он свершит их. Но некоторых это не убедит. Потом он скажет «Я Бог». И они спросят, как ты можешь это доказать? Он ответит, только Бог может воскрешать из мертвых. Что если я пробужу от смерти ваших родителей? Они скажут, да, мы поверим, что ты Бог. Он заставит джиннов-шайтанов поработать на него. Он призовет их принять облик родителей тех людей и поговорить с ними. Таким образом, не мусульмане, а также слабые в вере мусульмане последуют за ним. Да защитит нас Аллах от этого. Понравилось видео? Ставьте лайк и подписывайтесь на Мирадио Инфо. Впереди еще много интересных сюжетов, иншаллах.